Конечно, нет, у меня, вот, когда артист молодой, ему хочется объять необъятное, он хочет играть все и вся и так далее. У меня был такой темп. Когда я попал в Минск, значит, я был один молодой артист в труппе. То есть, вот мне 24 года, передо мной, значит, люди 48, условно говоря, за мной никого. Я последний. Вот. И Борис Иванович, нужен был молодой герой, я таковым не являлся. Меня сделали молодым героем. Я работал там какое-то время. А потом бах, тебя не берут. Появились другие организмы, значит, уже внимание переключается на них, и тебя не берут. И это такое первое испытание. То есть ты как бы начинаешь понимать, что так будет не всегда, не всегда будешь востребован, ты не всегда будешь нужен. Что же делать в это время? И я вывел для себя формулу, что ничего делать не надо. Личная формула. Понимаете? То есть сегодня я понимаю, что, это, знаете, был поступок с моей стороны, но он ничем не был продиктован. Он был продиктован моим самоощущением. Я понял, что если я ничего не делаю, то когда я получаю следующую работу, я на нее так наваливаюсь, что со мной рядом тяжеленько. Я очень конфликтный становлюсь, потому что моя интенсивность и запрос от того, кто находится рядом со мной, высок. И поэтому я прослыл конфликтным артистом. Но это уже их дело, не мое. Я там в ресурсе, я в работе, да. Поэтому я, вот это ощущение ничего не делания стало для меня искомым. А потом, спустя некоторое время, я еще понял еще одну прелесть. Я летом там все время ездил в Фарос, да, там на море, значит, находился в палатке 18 лет подряд. И вот, значит, я в этой палатке лежу, и в какой-то момент, значит, я остался один на Фаросе, и вдруг я понял, что я вот один. И я, значит, пролежал в этой палатке 2 недели, потом 15 дней я простоял, значит, один. Я поймал себя на мысли, что я там разговариваю с ящерицами. Диалог-то ни о чем, типа, привет, как ты, понимаешь? Вот, и все, и все, да. Но потом я заметил, что когда я возвращаюсь, значит, в сообщество людей, я, значит, начинаю, то есть моя энергия начинает убивать рядом находящегося, потому что ты просто там 2 недели молчишь. И когда ты 2 недели молчишь, это силище. Это, у меня были роли, когда, допустим, Елена Григорьевна, по молодости, там мы все группируемся, как кучки, что-то такое, обмен сегодня трёп идет, так сказать, ни о чем, но зато здорово. Вот. А тут допустим, там, того же кота я репетировал, значит, отсядь от них, ни с кем не разговаривай, ты не сыграешь. Вот это было заклинание, то есть ты не сыграешь, это не может быть. Хорошо, наверное, надо помолчать. То есть это были 2 пробы вот этого молчания и вот этого самоощущения, что ты один. И тогда я понял, что аккумулируются нечеловеческие силы. Поэтому разные были времена. Я долго ходил, танцевал в клуб «Ангелы». Вот. Потом я понял для себя таким местом силы. Потом какое-то время, это, в общем, это все прошлое. То есть это 40-50, я вдруг понял, что мне нравится парк. Это уже по индийским традициям, уже 50 на лес надо смотреть, мы как-то закончили. Мы уже закончили. На мира ты уже, так сказать, глубокое позавчера. Поэтому я ничего не делаю, я просто брожу по улице. И, собственно говоря, это моя Потом я понял, если Толстой гулял, то почему бы мне не прогуливаться? Так что я гуляю, в этот момент я понимаю, что я, наверное, только таким способом отдыхаю. То есть, я не выдержу в какой-то момент, и тогда я просто иду, я иду в никуда. Это мой способ
Наверное, так. Вы нашли истребитель? Ну, Да? да, без хорошего.